Федор, я заря один. Он сказал «поехали» и взмахнул рукой. Казалось бы, первый полет человека в космос был уже более полувека назад, однако до сих пор в нашей стране ежегодно проходят различные мероприятия, связанные с этим историческим событием. Наша республика неразрывно связана с темой космоса. Основная достопримечательность маленького села в Усть-Алданском районе – школьный музей авиации и космонавтики, уникальная коллекция которого начала пополняться еще в советское время экспонатами из легендарного «Звездного». В 1972 году при Дептюнской средней школе Иваном Даниловичем был открыт кружок ракетомоделирования. В октябре 1974 года им организован был музей космонавтики, который стал первым в республике музеем космонавтики. Также у нас есть 8-метровая модель ракетоносителя «Союз», которая была сделана руками кружковцев. А в архиве НВК «Саха» сохранились редкие кадры визита летчика-космонавта Валерия Быковского в Якутию. Космонавт под номером 5 29 июня 1965 года прилетел в нашу республику со своей супругой Валентиной. Они стали почетными гостями ЭСЭХа в Мегино-Кангаласском районе и фестиваля молодежи в Мирном. Свой визит в республику космонавт отметил словами: «В Северном Якутске теплее, чем в космосе». Не обошлось и без забавного случая. Валерию Быковскому подарили оленьи рога, и он в шутку сурово посмотрел на супругу. И вот тогда пришел черед смутиться дарившим такой необычный сувенир. Космонавт Олег Кононенко, которого уже можно назвать амбассадором якутской культуры в космосе, поздравил якутян со знаменательной датой. Напомню, что это тот самый летчик-космонавт, который во время полета в космос брал с собой якутский хомус и играл на варганном инструменте на борту Международной космической станции. Помню, как во время своего второго космического полета в 2011 году я захватил с собой национальный якутский музыкальный инструмент «Хомус», изготовленный народным мастером Риворием Чамчоевым Чамчоу-Ус. Весил он всего лишь 70 грамм, а вместе с футляром 90, и идеально вписался по своим параметрам в требования космической программы. Когда я впервые услышал настоящее звучание хомуса в исполнении детей, был восхищен и поражен. Если честно, то к тому полету я готовился особенно ответственно. Наряду с другими тренировками взял несколько уроков игре на варгане, внеся тем самым в предполетное мероприятие еще одно выступление для коллег-космонавтов. И несмотря на то, что с каждым годом первый полет человека в космос все дальше от нас, важно помнить, какая огромная работа была проделана, чтобы это свершилось. И, как говорил Константин Циолковский, Земля – колыбель человечества, но не всю же жизнь лежать в колыбели.